зрок, але ведаў все тэксты, Ленсу, Евангелия на память. И по воле оповедов старых польских Мариян усиливается Казимира, что не працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, настроены на хвалу беларускай службы радыёславова. На іранічнае пытанне пра то, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, отец Казимир заўсёды сур'ёзна адказвае: боюся пропусціць навіну, што Беларусь стала вольнай. Сярод моих героев и православный иерарх, митрополит Мефисодек, прихильник Епифании Белорусской православной церкви. И зараз я хочу прочитать свой текст про представника нашей Ніяцкой церкви архимандрита отца Льва Горовского, який народився у 1911 році в Йосці, Святославського району, Йосці Праги, а завершив свой веселый шлях у 1977 году у Париже. Лев Горошко, той, кому довелось хоть несколько дней прожить под гостиным дахом белорусской католической миссии в Лондоне, погодится, что присутствие колледжного ректора архимандрита Льва Горошки отчувается там на кожном кругу. И в белорусской греко-католической церкви святых Петра и Павла на Холден-Роуд, и в зале белорусской библиотеки Франциска Скорины, где ее основой стали книжные рукописные сборы отца Льва, и на Лугарине при тамтейшем доме Марияна, где архимандрит любил, вспоминающий юнацтво, помахать косой. И он учился в Новоградской белорусской гимназии и Львовской духовной академии, студировал теологию в Инсбруку, выдавал белорусский молитвовник в Риме, кировал Лондонской белорусской школы имя Святого Кирилла Туровской белорусской секции Радио Ватикана. Только человек злостливый, Тева Яковлев, назови его на шлях покручать. Это было плавание корабля и киеды, якую гавань керуется, а там подорожные ветры ночуют его разведывают. Основную тему своих науковых доследований Горошко зробив роль церкви, найперш греко-католицької, у консолідації і національному відродженні Білорусі, яких советські духовні влади Росії і Польщі розглядали як головні об'єкти асиміляторської політики. Блискучая эдукация и володание мовами уводили отца Льва по снародно-европейской духовной элите, где он николи не попутывал ни ніякі застарелые белорусские полы. Налепшим сведченнем к этому есть выдавание в Париже, а затем у Лондоне часопис «Божий шлях», молодым редактором якого был Горошко, якое его земная успеха оборвалася подчас операции в парижском шпитале. Жил як лев, а помер як ягнё, писал в паразитальном слове наш греко-католический бискуп Чеслав Сипулич. Чеслав Сипулич – первый белорусский греко-католический бискуп в 20 столетии, так само герой моей книги. Ну и еще одна духовная особа, святар православный святар, ослученный Николай Шеметилов, який